мы с тобой болтаем, а по идее надо было бы установочные эти дать. А мы с тобой вы или мы с тобой... Форму мы на вы, вот, да. Очень это плохо. Соответственно, вопрос первый. Нельзя было какую-нибудь похожую локацию подобрать? Почему это было принципиально снимать именно там? Мы, когда вообще задумали это кино с Максимом и обсудили уже сценарий, мы принципиально для себя решили, что его будет лучше всего снять у нас на родине, в Якутии. Если игровое кино, это все-таки кто-то написал, кто-то играет. Кто-то придумал. Кто-то построил декорации. А то чаще всего документальное — это просто наблюдение за жизнью. И это самое интересное на самом деле. Владимир Мункуев, режиссер, сценарист, продюсер. Родился в 1987 году в Якутске. Выпускник Арктического государственного института культуры и искусств по специальности режиссер театра. В 2017 году окончил Московскую школу кино. Тогда же дебютировал в качестве режиссера с криминальной комедией «Уолоото. Чувак». Его вторая картина-короткометражка «Джол. Счастье», снятая за 5000 рублей, получила диплом за непредсказуемый взгляд Сухумского международного кинофестиваля. Широкую известность режиссер получил благодаря фильму «Нучча», который принес победы на фестивале «Кинотавр» и международном кинофестивале в Карловых Варах. Летом 2022 года Мункуев в соавторстве с еще одним якутянином Максимом Арбугаевым приступили к съемкам фильма «Кончится лето» с номинантом на премию «Оскар» Юрием Борисовым в главной роли. Премьера фильма стартовала на больших экранах 27 февраля. Привет, Володь. Привет. Мы в последний раз с тобой виделись, когда ты ожидал вылета на съемки фильма, премьера которого состоится сегодня. Да. Я поздравляю тебя с премьерой. Спасибо. И в это время ты ждал вылета. Вот просто каждый день просто ждал вылета в Найбу. Там у вас съемки проходили. То есть я так понимаю, что это было довольно сложно. Мы, когда вообще задумали это кино с Максимом и обсудили уже сценарий, мы принципиально для себя решили, что его будет лучше всего снять у нас на родине, в Якутии. У нас история сценарная, если смотреть, она достаточно универсальная. По факту она могла бы произойти хоть на Урале, хоть в Канаде, хоть в Мексике. Но мы подумали, что мы будем сами снимать, и лучше всего будет еще дополнить это миром, про который мы знаем. Это Якутия. Ну, Якутия тоже большая. Почему Да. именно крайний север? Ну, не только, подождите, крайний север. Там у нас и юг, и Якутск, и все. Я-то знаю только про Найбу, поэтому я... У нас, я говорю, вот мы с самого низа до самого верха. Мы проехали, ну, такое кино, вот путешествие. И да, нам даже было от этого всем очень жутко интересно, потому что ты снимаешь кино и путешествуешь. Наверное, какой-то такой документалистику чуть-чуть больше, да, придало? Ну, да, мы, в принципе, как концепт выбрали, что мы снимаем в реальных локациях, реальных домах, ничего не утрируем, мы показываем реальность такая, какая она есть. Нам было принципиально важно в этом кино отойти менее художественно, а показать какую-то новую документальную художественность. Ну, насколько я понимаю, Максим Арбугаев очень такой тяготеет к документалистике. Ну, он режиссер-документалист, Да. и я также люблю документальное кино, мы с ним в этом схожи. А что это дает? Правду дает? Если игровое кино, это все-таки кто-то написал, кто-то играет, Кто придумал. кто-то построил декорации. А то чаще всего документальное — это просто наблюдение за жизнью. И это самое интересное на самом деле. За жизнью всегда интереснее наблюдать, чем за игровым. Кинокритики абсолютно всегда подчеркивают, что Владимир Мункуев — это якутский кинорежиссер. Как Владимир Мункуев сам себя ощущает и сам себя представляет чаще всего? Я просто режиссер. Я не рассматриваю себя через этнос. Это всегда тормозит человека в развитии. А скажи, пожалуйста, какие у тебя предвкушения от премьеры? Есть ли вообще? Ну, у меня вот сегодня я словил себя на мысли, что волнительно, и волнительно здесь, в Якутске, показать. И как раз-таки потому, что будет основная премьера, это наши все-таки якутские друзья, коллеги, кинематографисты. И хочется пообщаться, а что это за кино? Потому что там, по большому факту, очень интересный эксперимент.
То есть это кино, снятое, вот мы, режиссеры отсюда, из Якутии. Снято это здесь, но играют абсолютно русские актеры практически. Все на русском языке. И что это открывает? Новое что-то дает или нет? То есть мы-то как авторы еще, может быть, не объективны. Вот интересно послушать наших коллег, наших зрителей, как они это воспримут. Вообще для кино и для такого творчества, как кино, важна оценка извне. Она влияет на тебя, на твое отношение к детищу, к своему или Ну, нет? можно пафосно сейчас сказать, что нет, но на самом деле это все оценки важны. Даже просто взгляд со стороны, когда на тебя посмотрят, ты же можешь и напрячься, или улыбнуться от него. Важно, все важно. Мы создаем эмоцию и даем ее. Эмоцию или эмоциональный опыт? Эмоцию. А эмоциональный опыт, а в чем разница? А вот человек, у которого нет соответствующего эмоционального опыта, он по-другому считывает, у него может быть на выходе другая эмоция. Ничего страшного. Если главное, что вообще появилась эмоция, значит, что-то работает, значит, что-то правильно мы делаем. А грустнее, когда эмоций вообще нет. Зритель в кино — это же тоже такой же зритель, как и Да. читатель книги. Мгм. И когда ты, допустим, говоришь в каком-то из твоих интервью, Но есть одна разница большая. Одна большая Давай. разница. Если ты уже зашла на это поле, Давай. все-таки кино — это самое примитивное искусство. Вот не ожидала я от тебя это услышать, хотя хотела в эту зону зайти. Каждое из искусств — это все-таки развитие человека. Допустим, литература. Ну вот, как ты говоришь, мы читаем, и что происходит? Мы видим картинки в голове. Каждый Да, по-разному. да, наше Наша воображение. фантазия начинает работать. Мы слушаем музыку. Это набор звуков, и они на нас влияют как-то эмоционально, и мы опять же можем видеть картинки и так далее. В кино уже все показано, рассказано, все картинки показываются. Тебе остается только просто смотреть. А еще ты сценарист. Да, Вот «Кончится лето» сценарий ты писал? да. Да, полностью. Для тебя это принципиально снимать по своим сценариям или нет? Слушай, я мечтал найти когда-то сценариста и работать, и просто физически не получилось. И я вынужденно стал писать. А у меня вся история, по-моему, так какая-то она вынужденная. Я помню, что я когда только здесь, в Якутске, работал, я пришел работать на телевидении, я работал монтажером. В какой-то момент у нас пропал оператор, ну, он загулял. И мне просто дали камеру, сказали: Володя, иди снимай. Я так первый раз вот включил камеру, я не знал, как что делается. Ну вот жизнь заставила, я пошел. И так далее. И со сценариями то же самое. Ну, Просто некому, да? Никто не напишет. Ну, сам, значит, садишься и работаешь. В этом наша еще же особенность, я замечаю, и всех якутских кинематографистов. Мы такие ремесленники, которые умеем сами все. Мы и пишем, и снимаем, и монтируем. Вот делаешь Швец, всё. и жнец, и на дуде, и Да, грец, и тогда получается тот продукт, который хочется. Да. А это же вот проблема командности, да, наверное? Ну, когда как? Ну, конкретно в моем случае мне просто удобнее писать. Я очень плохо пишу, я не люблю, как я пишу. Но сценарий — это же не художественное произведение. Сценарий — это больше всего как документ, план на съемки. Тут недавно как раз брала интервью у Жанны Ксенофонтовой, она снималась в этом фильме как раз-таки «Кончится лето», и она рассказывала про Юру Борисова. Она его сравнила, она говорит: я у российских актеров современных вообще ни у кого такой игры не видела. И она сказала, что он играл так, как, наверное, играл Евстигнеев. Как ты к этому сравнению относишься? Ну, я не люблю сравнения, но я могу точно сказать, когда у нас были репетиции читки, мы сидели в Москве, и было достаточно сложно. Я Юрию и Макару предложил: давайте за месяц до съемок поедем в Якутию, чтобы просто погрузиться и тут в контексте уже репетировать, читать. Ребята согласились, мы приехали, и они, как профессиональные актеры настоящие, они просто пошли общаться с местными жителями в этих поселках, в деревнях, проводить время вместе с ними, смотреть, как люди живут, наблюдают. Они дополняют. Хороший актер, он всегда адвокат своей роли. Мне очень понравилась эта фраза: актер — это адвокат роли. Это твое выражение? Нет, это общеизвестно. Да? Хорошо. Раз уж мы на территорию цитат зашли, то вот я тут выписала себе одну цитату. Это Гадар,
который свою формулу кино выразил таким образом. Все, что нужно для фильма, это пистолет и девушка. Слышал такую формулировку, Да, нет? да. Вот в «Кончится лето», насколько я понимаю, женских образов немного. А что для твоего кино важно, чтобы точно было? Вот, значит, девушка не обязательно должна быть в кино. Пистолет? Слушай, ну и пистолет не обязателен, и, может быть, и даже и человек не обязателен. А что должно быть обязательно, чтобы кино состоялось? Должна быть история, должна быть мысль. Мысль осознанная. Потому что кино, все-таки мы больше занимаемся авторским кино. И кино — это как бы, я его воспринимаю, это мои эмоции, это мои мысли, которые я транслирую во всем этом. И я не рассказываю о том, как, условно, надо жить или что-то, а я больше всего задаюсь вопросами. А почему так? Эти вопросы адресованы кому? Наверное, даже самому себе, но так же, как и зрителю. Я просто даю какие-то темы, чтобы мы вместе могли поразмышлять. Я вот люблю вот этот момент, ну я же тоже как кинозритель хожу в кино. Я теперь хожу, интерпретирую и живу в этом мире. Это очень интересно, это развивает. Актер — это адвокат роли, режиссер — это человек, задающий вопросы. Не обязательно. Есть такие режиссеры, которые вот тебе расскажут, как правильно жить. С моралью, да? Да, или там еще что-то. Я не хочу в ту сторону идти, я пока живу по-другому. Когда ты любишь открытые финалы какие-то. Нет, дело-то не только в финалах. Над чем ты сейчас работаешь? Над кино. Ну, я не люблю, знаешь, у меня, честно, очень часто и много какие-то проекты просто не складываются по тем или иным причинам. И это всегда очень болезненно. А тут ты еще кому-то что-то сказал и как будто бы накаркал. Значит, в такие вещи веришь. Я же отсюда, я суеверный. Суеверный? А какие еще суеверия важно соблюдать, по-твоему? Не говорите о суевериях. Вот такое вот у тебя интервью. Ладно, ничего страшного. Вот у меня еще одна цитата есть. Знаешь, какая? Как ни странно, цитата от Джима Керри. Он признался, что стал актером в свое время только потому, что поломан на несколько частей внутри. Как ты думаешь, обязательно ли быть поломанным для того, чтобы быть актером? Нет. Почему это должно быть обязательно? У каждого свой путь. Каждый по-своему это объясняет и решает. Конкретно у Джима Керри, наверное, так, да. Ты имеешь в виду поломанность внутренняя, вот, как у творческих людей? Не знаю. Вот смотри, вот тоже творческие люди, как будто бы тоже ты говоришь, как будто бы априори творческий человек, он тоже какой-то немножко поломанный. Так вот я тебя и спрашиваю, Да. ты это имеешь в виду? А я не знаю, что имел в виду Джим Керри. Я просто привела цитату, я поэтому ее так дословно и прочитала, чтобы, не дай бог, интерпретации своей ее не испортить. Тогда, наверное, надо спросить у Джима Керри, что он имел в виду. Уточните у него, какие твои качества сделали тебя режиссером? Давай честно. Что-то вот сидим такие закованные. Давай честно. Честно, конечно. Я себя не считаю прямо каким-то... Честно, у меня каждый проект — это новая учеба. Я к этому каждому новому проекту отношусь как к новой учебе. Конкретно вот на «Кончится лето» я там поставил себе задачи внутренние, которые должен был проработать. Мне это очень интересно. Кинематографисту все-таки очень интересно, что ты можешь действительно проектно работать. Но есть еще одна мысль, что конкретно для режиссеров кино — это самая дорогая психотерапия. И, скорее всего, вот я ее прохожу. Какие конкретно качества? Я знаю точно все свои минусы. А может, еще есть, которые я даже не знаю. Я стараюсь как раз-таки их решить внутри себя, работая и развиваясь. Минусы знаешь, а плюсы тоже знаешь? Какие-то есть, но... Наверное, какие-то есть, но мне нужно работать с другим. Акцентироваться на минусах и при этом недооценивать плюсы. Мы, режиссеры, чаще всего не очень хорошие люди в плане того, что твое мнение всегда на площадке выше остальных. Да.
И есть люди, которые потом переносят это еще в жизнь. И живут так, начинают вот диктовать. Это очень плохо. А тут мы работали с Максимом Арбугаевым вдвоем, 2 режиссера, 2 мнения. И мы научились договариваться. Но не идти на компромиссы, а именно творчески, постоянно анализировать, почему так, и объяснять друг другу, почему так должно быть. И это было для меня большим открытием, что я, оказывается, умею договариваться, умею идти в диалог. И очень сложно представить, что ты, например, можешь снять фэнтези или комедию, допустим, какую-то. Больше как будто бы склонен к таким социальные драмы, то, что называется. Да я не знаю, жизнь получал. Я на самом деле как синефил, я вот смотрю все жанры, все что угодно. Я смотрю и, естественно, авторское кино, так и жанровое. Мне интересно все. Я не хочу замыкаться только на чем-то одном. Я уверен, что, в принципе, если будет интересный материал, можно поработать в любых жанрах. Может ли такое произойти, что ты вообще не будешь снимать кино? Вполне. Просто перестанешь быть режиссером? Вполне. А чем ты тогда займешься? Я не знаю. Ну и чудесно, значит, пока еще нет такой задачи. Значит, нет Ну, и таких честно, я мыслей даже не пока. представлял. Ну, хорошо, допустим, давай сейчас фантазия же есть, давай представлю. И чем же я занимаюсь? Не могу ответить на вопрос, прости. Ну это чудесно, это тоже ответ. Это тоже ответ. Значит, в ближайшее, во всяком случае, время ты точно никуда из режиссуры не уйдешь. Вот, слава богу. А кроме работы ты вообще чем занимаешься? Прости, конечно, за этот вопрос. Ну вот есть люди, которые кроме работы еще чем-то интересуются. У них есть хобби, например. А ты понимаешь, я не отношусь к своей работе как к работе. Ну, у меня такая профессия, когда ты должен, много изучаешь, знакомишься с разными людьми, общаешься, наблюдаешь. То же самое наблюдение за жизнью. А это естественный процесс просто жизни. Я не отношусь к этому, что я вот сейчас работаю, а сейчас там не работаю. Я просто постоянно живу этим, как-то думаю, фантазирую, придумываю какие-то свои проекты. Часто вот пишу. Сейчас больше у меня сценарный период идет. И там это может показаться тоже как шизофрения, но я там придумываю каких-то персонажей, они мне начинают рассказывать, как должны действовать, и я живу в этом мире вымышленном, который сам придумал, а потом мне почему-то там кто-то говорит, что так не должно быть в этом мире. Ну, как-то я живу вот этим, и все. Но это очень похоже на процессы, которые изнутри генерируются. Они все время генерируются изнутри. А извне ты получаешь что-нибудь? Ну, вот вдохновение, источник вдохновения. Конечно. Что это? Да все, что угодно. Просто даже... Ну вот я сейчас шел по Якутску, я не был 3 года. Я прилетел и пошел пешком с района Крытого рынка до улицы Строды. Просто пешком. Я люблю гулять пешком. Я шел, и у меня просто какие-то другие эмоции. Я вот смотрю сюда и думаю, блин, я это место знаю, а оно теперь вот такое, а оно не изменилось. А что я чувствую? Это идет какой-то напитка эмоций. Просто идешь, смотришь. Я очень люблю. Ну или общение с людьми, конечно же, тоже много вдохновляет. Или наоборот разочаровывает. Да все, во всем есть вдохновение. Что ты чувствуешь сегодня? Вот когда ты шел сюда, что ты чувствовал? Предвкушение премьеры, что ты чувствуешь? Честно, мне грустно. Грустно? Да. А на что похожа эта грусть? Не, она такая не тяжелая грусть. Да-да-да, я понимаю, она может быть разной. На что твоя похожа? Ну, возможно, из-за того, что я вот все эти дни сейчас хожу по Якутску, и, как я тебе сказал, вот я вижу, у меня ощущение, что все старые, давние родственники. И от этого мне так тепло и хорошо, и как-то... И при этом такая тоска. Ностальгия? Да. Это больше ностальгия. Я хожу, смотрю это и думаю, блин, как классно. Какой был большой период жизни здесь, и как это все произошло. Теперь я где-то там, а где я буду дальше.
Ничего не известно, но очень интересно. Ну, очень интересно. В этом и есть жизнь. Да. У меня был для тебя блиц. Мгм. У меня был для тебя блиц, но я потом подумала, видишь, ты не любишь вот это вот великий, и ты не любишь пафосное. Тогда давай перефразирую я сейчас. Сложный, конечно, гость у тебя сегодня, прости. Прекрасный гость, замечательный. Самый значимый режиссер, по твоему мнению, в мировом значении? Вот я же говорю, сказала бы великий, было бы понятнее. Ну, так нельзя сказать, кто самый значимый. Да все значимы. Нет, вот Ну, кто-то. их просто вот, ну, вот, я вот сейчас в голове цепляюсь, вот думаю, может вот это, а как же тогда вот, ну, это невозможно так ответить. Ну как, одного только сказать, а остальных умолчать так нельзя. Нет, можно. Можно рекомендовать кого-то одного. Вот просто тебе говорят. По рекомендуй настроению кого-то могу одного. сказать. Помогу сказать по настроению вот здесь и сейчас, Конечно, в наше здесь и время. сейчас. В наше время, я не буду говорить слово «великий», но я скажу, что это очень интересный режиссер, и за которым интересно наблюдать, и лично мне, Шон Бейкер. Отлично. А российский, Современный. современный. Хотя нет, неважно. Значимый. В настоящий момент, в настоящее время. Вот, допустим, сейчас на тебя смотрит человек, которому ты скажешь эту фамилию, он пойдет и познакомится с его творчеством. Дмитрий Давыдов. Мгм. Отлично. Вот следующий вопрос был про Якутского, ну, наверное, смысла нет, да? Или есть? Если ты уж про Давыдова сказал. Смысла нет. Тогда Дмитрий Давыдов. Дмитрий Давыдов, да. Чем он хорош? Мы, не сказать, что мы прямо очень сильно с ним знакомы, но мы обмениваемся очень часто сценариями и советуемся. Ну, это вообще, как бы, в нашей профессии это норма. Когда ты написал что-то, и ты не объективен, не понимаешь, что получилось, и попросить у коллеги совета, оценку какую-то. И то, что мне обычно отправляет Дима, я читаю и вижу, как он настоящий самородок. Он настоящий самородок. Этот человек не учился, но там чувствуется очень большой стержень внутренний, очень хорошего человека. Это важно. Знаешь, я давно уже даже еще определил такую вещь. Ну, так как все друзья там кинематографисты и так далее, и сложно определять людей по творчеству и судить по творчеству. И я чаще всего уже больше стал замечать, что мне интереснее сами люди. Если человек действительно хороший, и хороший не по отношению ко мне, а в целом я наблюдаю за ним и вижу, как он себя ведет в жизни, как он общается, как у него в семье или еще что-то, я вижу, что вот прямо он вот цельный какой-то человек, я думаю, вау. И не важно, какие фильмы он уже снимает, это уже другое. Важнее, чтобы сам человек был прям. И вот Дима лично у меня создает такое впечатление. Он действительно очень талантливый. И хороший. Да. А хороший это какой? Как это объяснить? Хороший. Давай тогда желай нашим зрителям что-нибудь. Вот то, что ты считаешь достойно того, что вот сейчас на тебя люди смотрят, живые люди. Что бы ты им пожелал? Без пафоса. Счастье. Мы вам желаем счастья. Не пафосно. Плохо получается. Все равно Всё. спасибо, Володя, что пришел. Тебе спасибо, что позвала.